Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Андреев Олег. Я ученик 8 А класса школы номер 4 имени Дмитрия Спиридонова. Хотелось бы вам представить тему нашего исследования. Стилистическая фигура повтора как фактор художественной значимости текстов песен на примере творчества британской группы The Beatles и якутской рок-группы Chalbot. В последние годы в связи с ростом популярности нашего вуза, да и по всей республике вокально-инструментальных групп, исполняющих свои песни живую, так называемых исполнителей, появляется все больше поклонников именно этого жанра музыкальной культуры среди подростков. Это здорово, что наше поколение продолжает традиции популярных в свое время представителей рок-групп. Но помимо практического исполнения, важно знать истоки возникновения этого направления в искусстве. Причиной столь большой популярности этих рок-групп, художественных значимых текстов их песен, к примеру, таких музыкантов, как британская группа Beatles и группа наших земляков рок-музыкантов Chalbot. Актуальность. В наше время можно найти неимоверное количество песен, текст которых характеризуется использованием нелитературного просторечия, диалекта, обилием новых иностранных слов и терминов, что ведет к стилистическому снижению устной и письменной речи. Всемирно известный групп Beatles, а также популярная сверхневестная группа Chalbot обусловлены не только музыкальной красотой их песен, но и содержательными и языковыми особенностями текстов, которые имеют идейную и художественную ценность. Целью нашего исследования является выявление стилистических фигур повтора как фактор художественной значимости текстов песен. Задачей – рассмотреть виды повторов, изучить необходимую литературу, выявить повторы в текстах песен обеих групп, оценить их значение в текстах песен на основе анализа семантики повторов. Гипотеза. Можно предположить, что исследование стилистических приемов будет способствовать пониманию песенного текста как художественного произведения. Объект исследования. Стилистическая фигура повтора. Предмет исследования. Песенный текст как поэтическое произведение. Новизна исследования. Заключается в попытке выявить стилистические фигуры повторов в текстах песен рок-групп. Методы исследования. Метод стилистического анализа. Метод сравнения, обобщения. Метод лингвистического эксперимента. Теоретическую основу исследования составили работы таких известных лингвистов, как Илья Петрович Зафирин, Ирина Владимировна Арнольд и Розинкина. Практическая значимость. Результаты данного исследования могут быть использованы в практике изучения английского и якутского языков, а также учащимся и студентам при написании докладов и рефератов. В последнее время актуальным в науке является лингвокультурологический подход к описанию различных лексико-грамматических явлений языка. Одним из таких явлений является повтор. Повтором называется фигура речи, которая состоит из повторения звуков, слов, морфем, синонимов или синтетических конструкций. Данное исследование основывается на песенном материале групп Beatles и Chalbot, так как, на наш взгляд, их творчество достойно более детальных изучений и исследований. В этой таблице вы можете увидеть краткие характеристики двух выбранных нами групп Chalbot и Beatles. Как было сказано выше, в песенной лирике этих групп мы постарались выявить некоторые виды повторов. Например, анафора. Мин бэм соус болобы. Chalbot рагар тавастаппын. Мин бэя сирия олобы. Анафора сочетается с ритмом. Данный стилистический прием использован с целью усиления эмоционально-торжественного возвышенного тона, смыслового и логического выделения наиболее важных. Тексты песен группы Beatles также богаты разнообразием стилистической группы повторов, таких как Picture Yourself in a Boat on a River, Picture Yourself on a Train in a Station. Примеры рамочной конструкции или обрамления. Ханнаны сугугум ологум артыга, ханнаны эрелим алвотум сулага, ханнаны терегым элюгем игеге, ханнаны сирчичим чомбанум ханнаны. Yesterday, oh, I believed in yesterday. Suddenly, oh, yesterday and suddenly. К примеру, морфологический повтор. Канатах богу, о аптах богу, ачага эрю аттыгар богу, and be kit jebit, joragиага чумпуга. We never thought of for ourselves, never thought for ourselves. The teacher who taught me.
Чтобы доказать семантическую роль повторов, мы проанализировали некоторые песни. Например, «Канара күнімтігі, күлімізде күлдіртігі, течияға көхірімне, керейті баркаға әте, тексе и все терпими, меха ботах атыттарға». Использование синтаксического параллелизма «меха ботах атыттарға» четко показывает функции усиления и выразительности, того, что лучше не настанет, но только не для него. Это помогает нам лучше проникнуть в мысли автора, лучше понять его. Следующая песня «Минбэм» носит оптимистичный характер, так как здесь звучат нотки надежды на себя, уверенность в своих силах. Этому способствуют анафоры «Минбэм», которые подчеркивают слова автора. Рассмотрим песню «Help». Help, help, I need somebody help, not just anybody. Help, you know I need someone help. Утроение слова help не означает просто повторение понятия, а становится средством создания поэтического подтекста, углубляющего содержание высказывания, а также является интересным выражением многократности действия или состояния. Основная идея песни Happy Together – счастье быть вместе с любимым. В последнем куплете основная идея очень экспрессивно выражена ритмическим повтором. Me and you and me, что усиливается повторным хрясом. The only one for me is you and you for me. В заключение. В результате проведенной работы мы пришли к следующему заключению, что художественная значимость текста песен обусловлена разнообразием использования специфической фигуры повторов. Виды повторов способствуют более выразительному содержанию текста песен. В ходе исследования мы изучили виды повторов и их функции. Выявили такие стилистические повторы, как анафора, эпифора, хиазм, симфока, пальцинитон, обрамление или рамочная конструкция, анализ, морфологический вкус и синтаксический параллелизм. Проанализируя 11 текстов песен рок-групп Чалбан и 7 песен группы Битлз, мы обнаружили, что выявленные нами фигуры повторов имеются в песенной лирике той и другой группы и выполняют все вышеуказанные функции. Мы убедились в том, что стилистическая фигура повтора представляет собой художественную особенность рок-поэзии, определяет глубину и содержательность образной структуры текстов песен. Автор не просто пишет тексты песен, чтобы хоть что-то петь под ритмичную музыку, а серьезно задумывается над идейным содержанием будущего текста, над его образом и послом. Также они выдают многими поэтическими навыками, например, такими как стилистическая фигура повтора. Спасибо за внимание.